Часть 2. Постоянная жажда веры. Глава 6. Вера – вечный поиск. Вера – это поиск, который никогда не кончается. Я уверен, что Павел до последнего дня своей жизни продолжал устремляться к достижению высшей веры. Сердце каждого христианина жаждет обладать этим неиссякаемым источником духовной победы. Отдавшись поискам веры, мы отдаемся стремлению к вечности. Я продолжаю этот поиск вот уже 50 лет. Может быть, я достиг большего, чем думаю, а может, вовсе и не достиг того, чего, как мне кажется, я достиг. Но сейчас, на этих страницах, я хочу изложить то, чему научился за тысячи минувших часов. Прежде всего, ты должен обнаружить тайную кладовую, где находятся истоки и составные части веры. Это Слово Божье. В послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Если ты ищешь веру в любом другом месте, то никогда не найдешь ее, чистую, беспорочную веру. Слово Божье провозглашает: «Вера же есть». Этих слов достаточно. Вера есть, она реальность, истина и сила. Вера есть. Позаботься же, чтобы она была реальностью и для тебя. В самом начале нашего поиска мы открываем, что вера нужна прежде всего для того, чтобы угодить Богу. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. И если Богу невозможно угодить без того, что мы называем верой, наша задача – как можно скорее получить ее. И прежде всего, обратясь к самому Богу. «Господи, я хочу угождать Тебе верой и упованием на Тебя, подобно героям веры прошлых веков». Чтобы иметь общение с Богом, нужна вера. Если ты не веришь в существование Бога, то не сможешь познакомиться с Ним. Итак, вера осуществляет контакт человека с Богом. Достигнув общения с Господом, ты начинаешь по-настоящему знакомиться с Ним. Вера помогает нам узнать о Боге все больше и больше на личном опыте, день за днем, в соответствии с Писанием. Я познакомился с Богом через происшествия своей жизни. Если бы я до сих пор был болен, то, вероятнее всего, думал бы, не болен ли Он сам. Но я здоров вот уже 50 лет. Я радуюсь своему отличному здоровью, путешествую по разным странам и затеваю все новые и новые дела. Прожившие долгое время в общении с Богом имеют личный опыт, которого нет у новичков. Новообращенный чаще всего требует чего-то великого и, не получив желаемого, обычно разочаровывается. Причина же неудач кроется в том, что он желает перепрыгнуть через первые ступени духовного роста, не познав Господа на личном опыте и не умеет говорить с Ним на общем языке. Любой политический деятель в Вашингтоне смог бы без запинки прочесть Геттисбергский доклад Авраама Линкольна, ставший поворотным пунктом американской гражданской войны, но на его карьеру это никак не повлияло бы. А Линкольн прославил себя этим докладом. Почему? Потому что он был выдающимся дипломатом. Этот доклад стал бессмертным, потому что исходил из сердца великого президента, а написан он был самыми простыми, обыденными словами. Прочитав его, я воскликнул: «Где же тут величие?» Бог ответил мне: величие заключено не в словах, а в человеке, который их произносит. Когда ты встаешь на путь общения с Богом, имей в виду, что величие заключено не в словах, не в том, кто их произносит. Читая Слово Божье, ты замечаешь, что язык Писания прост и бесхитростен. Это слова, которые ежедневно встречаются в газетах. Но когда их произносит Бог, они звучат совершенно иначе. Когда зрелый христианин, познавший глубокие истины веры,
живет и говорит в соответствии со Словом, он начинает ходить путями, куда раньше не ступала нога человека. Он идет невидимой дорогой, он чувствует то, чего другие не могут понять. Для многих эти пути так и остаются нехоженными. Но мы, живущие постоянным поиском веры, ходим по ним постоянно. О, воздух в том мире так чист. Цветы, растущие там, так прекрасны. А фрукты того мира такие освежающие. Так научись жить в этом мире духовной зрелости в Боге. Вера – это принадлежность духовного человека. Внутренняя жизнь рождает веру. Духовная же жизнь начинается в нас от общения с Господом. Потом мы начинаем полнее знакомиться с Ним и поддерживаем постоянную связь, называя это переживанием Бога. И все это время вера растет внутри нас, пока мы не достигнем духовной зрелости и не поймем, что такое вера в большей степени, чем другие. Тогда мы сможем принимать решения, на которые не были способны раньше. Другие скажут: можете себе представить, как он рискует? Нет, мы не рискуем, мы просто знаем его. Рискуют те, кто не знает Бога. Когда мы расцветаем духовно, то плодом впоследствии будет крепкая вера. Жизнь по вере. Библия учит, что праведный верою жив будет. Значит, каждый день своей жизни мы должны пользоваться ею. Вера имеет отношение ко всему значительному, ко всему, что важно для христианина, будь это дом, семья, работа и так далее. Некоторые так и не имеют той работы или того жилища, которого им хотелось бы. И причиной тому отсутствие веры. Многие могли бы достигнуть потрясающих успехов в жизни, но на полпути ударились в панику. Страх парализовал их, бум, и они скатились под гору. Действие веры должно быть доминирующим моментом в твоей жизни, а не приходящим и уходящим переживанием. Если ты способен подключить веру в одной области и отстраняешь ее от другой, значит, ты не достиг еще в вере полной меры. Если ты не будешь использовать ее дома, она не проявит себя и в церкви. Вера – это сила, пребывающая в нас всегда, и мы должны жить этой силой. Проверяй себя постоянно. Если ты ругаешься с женой или мужем, спроси себя: а что сделала бы Вера в данном случае? И Вера ответит: проси прощения. Если ты принимаешь решение или взялся за какое-то дело, спроси себя: иду ли я путем веры? О нет, как бы озарить тебя вдруг. Я ушел в сторону, этот путь не для меня. Когда ты честно спросишь себя, это ли путь веры, то иногда должен ответить: нет, я боюсь, а значит, это путь не от Бога, я не приму его, потому что не хочу, чтобы страх господствовал в моей жизни. Такова жизнь верою. Таковы вечные ее поиски. Не останавливайся ни на чем, устремляйся вперед, к высшему результату. Слово Божье предостерегает нас: если вы не верите, то потому что не удостоверены. Книга пророка Исаии, 7 глава, 9 стих. Ни одно дело, которое ты затеял на работе или дома, ни одно духовное решение не увенчается успехом, если у тебя нет веры. Сила, помогающая тебе устроить свою жизнь, основа твоей жизни прямо пропорциональна твоей вере. Вся наша христианская жизнь, ее безопасность и надежность базируются на элементе живой веры. Поэтому веру необходимо сначала постичь, а потом применять. Если ты взыщешь этого, то не разочаруешься. Еще никто из искателей веры не остался без награды. Ищущим Бога воздается. Мир шестого чувства. Вера может стать твоим шестым чувством. Мы ощущаем мир при помощи 5 органов чувств. Но шестое чувство, если его можно так назвать, гораздо выше 5 физических.
зрения, слуха и так далее. Они дают нам возможность воспринимать окружающий мир, а вера дает нам возможность ощущать Бога и Иегову Всевышнего. Христиане имеют этот особый орган чувств, которого нет у людей, не рожденных свыше. Поэтому мы так различно смотрим на вещи. Тем доступно только физическое восприятие, а нам – духовное. Миру трудно понять то, чего он не видит и не может пощупать руками. Наше восприятие смущает людей, не желающих и слышать ничего о сверхъестественном. Но мы знаем, что мир шестого чувства существует так же, как и возможность иметь с ним постоянный контакт. Любой человек может войти в общение с Господом и пользоваться неисчерпаемыми ресурсами нового мира. Любой, кто взыщет Бога, опираясь на Его Слово. Как сохранить веру? Одно дело – получить веру, другое – сохранить ее. Я встречал людей, однажды совершивших подвиг веры, но потом вернувшихся к обыденной серой жизни. Им так и не удалось подняться на следующую ступень. Не удовлетворяйся единственным переживанием достижения вершины. Живи постоянно на высоте, не опускайся. В этой книге я говорю о вере не как о труднодоступной вершине, но как о жизненной силе, о вере, которая благословляет тебя каждый день, утром и вечером. Это освежающая вера, сопутствующая всей твоей жизни. Если хочешь сохранить веру, поступай, как советует апостол Петр. Покажите в вере вашей добродетель. Мы нечасто задумываемся о том, что вера есть добродетель. Чаще всего мы ассоциируем ее с некой магической силой, но Бог говорит о ней как о добродетели, потому что Бог – Бог морали, Он – Его превосходительство мораль. Есть люди, считающими остроумным высмеивать мораль и тех, кто желает жить благочестиво. Такие люди в большой опасности, и они очень скоро сами убеждаются в печальных последствиях своего легкомыслия. Благочестие не предмет для насмешек. Все сильные нации мира основаны на христианской морали. Недооцени ее значение, и ты быстро соскользнешь на дорогу в ад, и земной, и вечной. Бог да поможет нам понять, что мораль чудесна, прекрасна, что она приносит здоровье и счастье. Я счастлив, что причастен к ней, а ты? Вере свойственна добродетель. Когда в тебе начинает действовать вера, ты немедленно перемещаешься в сферу чистоты, чести и добродетели. Ты приобретаешь натуру Бога, становишься Его подобием. Сильная вера оградит тебя от страха, ненависти и злопыхательства. Ты не сможешь злословить об одних, а потом молиться за выздоровление других и увидеть их исцеление. Неисчислимое духовное богатство мы можем получить через веру. Вера имеет способность притягивать к себе все доброе, прекрасное, божественное, истинно христианское. Вера нового человека. Вера не меч, разящий наповал. Вера – это жизнь. Вера наполняет тебя с головы до ног. Вера – это движущая сила, толкающая тебя по жизни от одной победы к другой. Невозможно, живя верою, проснуться разочарованным и озлобленным на весь мир. Вера в тебе – это движущая сила, подобная мотору в автомобиле. Я никогда не забуду человека, захватывающая история о котором мне приходилось слышать в течение всей жизни. Этот человек – Смит Вигглсворт. Лично же я впервые встретился с ним в Уэльсе в 1936 году на одной из конференций. Он проповедовал по утрам, а я по вечерам. По окончании одной из моих проповедей он пожал мне руку, но не похвалил, а только сказал: «Тебе нужно зайти ко мне».
Я и раньше бывал на ковре в кабинетах директоров, поэтому послушно ответил «хорошо». С того раза мы с ним встречались очень часто. И меня удивляло, что в течение 2 лет и в дождь, и в холод, и в трудных ситуациях он не менялся, как если бы постоянно светило солнце и не было никаких проблем. Увидев однажды, вы потом всегда его узнавали. Один раз я спросил у него, «Как вам удается быть всегда уравновешенным?» Он ответил, «Я никогда не задаю Смиту Вигглсворту вопрос, как он себя чувствует». Он был человеком веры. Он с верой вставал, с верой ложился, вера не покидала его в течение всего дня. Откровенные поиски веры приводят нас к осознанному желанию понять не только, что такое вера, но и как она действует, преобразуя нашу жизнь и нас самих в новое творение во Христе Иисусе.